4 человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в больницу. Таковы последствия трагической аварии, произошедшей сегодня днем в Зеленодольском районе вблизи деревни Исаково. На 753-м километре трассы М7 Москва-Уфа столкнулись 4 автомобиля. Автовоз «Скания» буквально раздавил «Ладу Ларгус». Удар был такой силой, что легковушка превратилась в груду бесформенного металла. С места трагедии репортаж Ленара Гинатуллина. Картину происшествия восстановили участники аварии и очевидцы. Они рассказали, что автомобили, едущие в сторону Казани, остановились возле деревни Исаково. Причина – дорожные работы на мосту через Свиягу. Из-за ремонта транспортный поток в обоих направлениях пускали по очереди. Регулировал движение установленный светофор. У нас красный горел, я подъехал, встал вместе со всеми. Буквально минуту встал, и через минуту вот. По предварительной версии, за длинномером следовала «Лада Ларгус», а за ней автовоз. Отечественный автомобиль остановился, а следующий за ним большой груз сделать этого вовремя не успел. Он протаранил легковушку на скорости 60 км в час. Как итог, «Ладу» зажало между двумя фурами. В момент столкновения в салоне автомобиля находились 5 человек. Из 5 пассажиров выжила только одна пассажирка, и ее сразу же госпитализировала прибывшая на место карета скорой помощи. Пассажирку легковушки с различными травмами доставили в больницу, при этом она находилась в сознании. 2 женщины и 2 мужчин погибли на месте. Их тела спасатели извлекали из искореженной машины. Водитель автовоза не пострадал, от комментариев мужчина отказался, но отметил, что не мог остановиться из-за неисправности тормозной системы. Тормоза отказали. Всего в аварию попало 4 транспортных средства. Водитель «Пежо», следовавший за автовозом, тоже не успел среагировать, из-за чего въехал в заднюю часть грузовика. 4-й участник ДТП рассказал, что фура остановилась лишь за секунду до столкновения с «Ладой». Очень резко остановился, аж машина подпрыгнула, а я не успел затормозить. Автомобилисты остались ждать на месте следственно-оперативную группу. Им предстоит определить степень вины каждого участника аварии. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, вызов 112.